арендаторы или собственники земель. Созданием нерегулярных полос. Мы проводили это осенью. Сейчас, как только уже первый плуг пойдет в поля, необходимо вокруг населенных пунктов продолжить опашку населенных пунктов. Также подготовка добровольных пожарных и населения к тушению ландшафтных пожаров. Сейчас в законодательство вошло уже понятие ландшафтный пожар. Это функция, задача органов местного самоуправления с населением, а также приспособленной техникой. Закона о пожарной безопасности организовать оповещение, а по оповещению о гражданской обороне и от потенциально опасных объектов у нас прикрытие 100%. Это совместная большая работа. На протяжении 2 лет под руководством Ярослава Владимировича проводили совещания и с конкурентами, которые друг на друга писали жалобы. А результат вот он, эффективная работа системы оповещения. Независимо от этой сложной борьбы между своими предприятиями, нашими даже, которые борются друг против друга, как положено по закону. И антимонопольный комитет постоянно контролирует эти процессы, и задача выполнена. Эффективная работа системы оповещения республики. Но она сегодня пока еще ограничена готова, так как у нас очень много задач еще по реконструкции устаревшей системы, региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, по которой работа идет, программа есть, и по госпрограмме до 2024 года мы и по гражданской обороне полностью выведем до готовой. Главным управлением подготовлена группировка сил совместно с Республиканской поисково-спасательной службой, службой медицины катастроф, службой Министерства дорог и транспорта и подразделениями всеми, которые у нас имеются на территориях, проведены все строевые смотры, и мы готовы к выполнению данных задач. Главным управлением и подразделениями Республиканской пожарной охраны проводили мероприятия по обеспечению мероприятий Масленицы, 26-х республиканских сельских игр, и также гуляний и празднования 23 февраля и 8 марта. Все мероприятия без происшествий проведены. В период 28 по 1 марта продолжали мы зимнюю спартакиаду свою, школа безопасности. Мы ее проводим теперь и летом, и зимой, и благодаря этому являемся уже лидерами в Российской Федерации по школе безопасности. Участвовали 13 муниципальных образований. Первое место город Сарапул, второе место Воткинский район, третье место Сюмсинский район. Годы предупреждения чрезвычайной ситуации. 2 марта мы провели посвященное Дню международного гражданской обороны 1 марта мероприятия во всех школах. У вас этих мероприятий больше, чем в республике? Нет, мы только смотрим, как спланировал Сергей Витальевич, прямо по ним идем. Молодец, опытный политик. Органы управления силы и средств готовы к выполнению задач. Доклад закончил. Прекрасно. Ярослав Владимирович, в продолжение темы Павка. Спасибо. Владимир Матвеевич, присаживайтесь. Доложите о подготовке к противопаводковым мероприятиям на территории Удмуртской республики. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, я в своем докладе остановлюсь на 8 наиболее важных моментах нашей готовности к паводку этого года. Это предварительный прогноз развития паводковой ситуации, превентивные мероприятия, мониторинг гидрологической обстановки, контроль гидротехнических сооружений, группировка сил и средств, размер финансовых и материальных ресурсов, вопросы эвакуации и размещения населения, а также система оповещения и доведения экстренной информации. Для того, чтобы прогнозировать прохождение паводка, мы используем 5 показателей. Это температура воздуха, глубина промерзания почвы, высота снежного покрова, запас влаги в снеге, а также месячное количество осадков. По предварительному прогнозу гидрометцентра средняя месячная температура в марте у нас составит на 2 градуса выше средней годовой нормы. Напомню, это минус 4-6 градусов. Разброс по глубине промерзания почвы значительный, от 15 сантиметров в Воткинске и Игре до 63 в Ижевске. В целом по республике 31 сантиметр, это 37% от нормы. Высота снежного покрова составляет в среднем 50 сантиметров, не сильно отличается от показателей прошлых лет. Но вот что касается запасов влаги в снеге, в этом году у нас на 20% она выше нормы и территориально распределяется от 119 до 185 мм в Воткинске. Месячное количество осадков предполагалось около среднего многолетнего значения, но февраль дал нам повсеместное увеличение примерно от 103 до 170%.
Таким образом, коллеги, сравнивая эти показатели с данными прошлых лет, можно говорить о том, что на уровне среднемноголетнего значения мы ожидаем прохождения паводка, но ключевую роль играет тот самый первый фактор – это температура. Если будет ее резкое повышение, то ситуация может пойти, что называется, не по сценарию. В настоящее время паводковая ситуация у нас спокойная. Максимальные уровни весеннего половодья ожидаем на 20-70 сантиметров ниже средних многолетних значений. И ориентировочно с 1 по 15 апреля у нас произойдет вскрытие малых рек. Ледоход составит предположительно от 3 до 7 дней. И уже в начале второй декады апреля предварительно длится половодье будет на малых реках 30 дней, на средних и больших 40-45. 20-29 апреля – это ориентировочно ожидаемый пик прохождения паводка. Теперь о сценариях. При наихудшем из них зона подтопления может составить до 33 квадратных километров. В нее попадут 24 населенных пункта, 1774 жилых дома, в которых проживает 5285 человек, в том числе 841 ребенок. Кроме того, в зону попадут при наихудшем сценарии 10 объектов экономики, 4 социально значимых объекта, 21 автомобильный мост, 25 участков автодорог протяженностью 13,8 километров, 16 участков железных дорог протяженностью 3,8 километра, а также 7 железнодорожных мостов. Важно подчеркнуть, Александр Владимирович, населенных пунктов, которые у нас в результате этого негативного сценария оказались бы отрезанными от инфраструктуры, у нас в республике нет. Теперь коротко о том, что мы делаем для того, чтобы максимально предотвратить негативные последствия паводка. Разработан и утвержден план конкретных мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде. Министерством природы совместно с МЧС, Ростехнадзором и Росводресурсами регулярно проводятся совещания в режиме ВКС со всеми главами муниципальных образований, и в ходе этих совещаний контролируется исполнение каждого пункта из этого плана. Для того, чтобы аккумулировать паводковые воды, с первой декады февраля мы начали срабатывать водохранилища, то есть уменьшать запасы влаги в них. И в первую очередь на 4 крупных – Ижевском, Воткинском, Камбарском и Пудымском. Ежедневно их уровень уменьшаем на 1,3 см, полная сработка будет закончена к 25 марта. Совместно с коллегами из Главного управления МЧС по республике с 19 по 20 марта проведем командно-штабные учения для того, чтобы оценить готовность наших сил и средств, а также органов управления. В прошлом году для того, чтобы подготовиться к паводку этого года, у нас было направлено 14 миллионов рублей на текущие работы по ремонту, а также 31 на капремонт и разработку проектно-сметной документации. На этот год средства также предусмотрены. Распределение вы видите на слайде, 53 миллиона рублей будут на эти цели направлены. Так, пожалуйста, следующий слайд. Прогноз весеннего паводка, прогноз вскрытия рек и пиковых отметок мы строим на основе гидрометеорологической информации, которую получаем с 15 гидропостов на территории республики. У нас 4 постоянных и 11 дополнительных. Вот именно эти посты дают нам информацию по тем показателям, о которых я с самого начала говорил. Следующее очень важное направление – контроль за состоянием гидротехнических сооружений. У нас на территории республики с вами 216 ГТС, 136 находятся в удовлетворительном состоянии, а вот в отношении 80 требуется ремонт. И, как сказал Петр Матвеевич, у нас зарегистрировано 8 бесхозяйных ГТС на территории республики. В этой связи я обращаю внимание глав всех муниципальных образований на обязанность проведения следующих мероприятий. Первое – это предполоводная сработка прудов и водохранилищ до минимально возможного уровня до 1 апреля этого года. Личный контроль за состоянием водопропускных сооружений гидроузлов. Необходимо лично убедиться в очистке входных оголовков от льда и мусора, проверить работоспособность подъемного оборудования, расчистить пропускные трубы и каналы от скопившегося мусора и песчаных наносов. Кроме того, также необходимо взять под личный потенциально опасные ГТС, которые образуют водоемы площадью 5 гектар и более, закрепить за бесхозяйными ГТС ответственных должностных лиц и обеспечить наличие аварийного запаса стройматериалов и техники для ликвидации аварий или чрезвычайных ситуаций. Теперь о силах, которыми мы располагаем, Петр Матвеевич сказал в отношении общей численности и количества техники. На этом слайде проведена более подробная информация. Помимо этого у нас с вами есть 188 плавсредств, 4 беспилотных воздушных судна, команда взрывных работ, передвижная мобильная группа МВД,
а также 15 комплектов водолазного снаряжения. Таким образом, для проведения противопаводковых мероприятий сформирована достаточная для реагирования на ЧС группировка сил и средств. В двух словах о созданных резервах для предупреждения и ликвидации ЧС. Финансовые резервы правительства и муниципальных образований составляют 31,9 миллионов рублей соответственно. Республиканские и материальные ресурсы в финансовом эквиваленте составляют 234 и 240 миллионов рублей, что мы также считаем достаточным. Мы все понимаем, что при негативном сценарии самым важным будет оперативность мер для снижения возможного ущерба. И главное в этом своевременная эвакуация населения и животных, а также вывоз материальных ценностей из опасных районов. К настоящему времени у нас спланированы маршруты эвакуации, как вы видите на слайде. Транспорт, места размещения населения подготовлены. У нас с вами 27 пунктов временного размещения, готовы разместить 8265 человек. И, наконец, важнейшая часть нашей работы – информирование населения о складывающейся обстановке. Здесь также имеет значение система оповещения и доведение экстренной информации в зонах возможного подтопления. Вот на этом, может быть, непростом для восприятия слайде представлена схема оповещения и информирования нашей республики. Она доведена до всех основных должностных лиц и обеспечивает 3 самых главных направления: передачу соответствующих сигналов, оповещение руководящего состава и доведение информации до населения через все доступные источники, которые указаны внизу. Таким образом, всем заинтересованным лицам необходимо еще раз ее изучить и руководствоваться ею при реагировании на чрезвычайные ситуации. Доклад окончен, готов ответить на вопросы. Спасибо, Ярослав Владимирович. Излишне говорить главам о важности вопроса. Коллеги, с учетом опыта предыдущих лет и той работы, которая проводится сейчас, у меня нет сомнения, что мы к паводку готовы, но тем не менее не расслабляться. Есть еще некоторые вопросы, которые не решены, поэтому их в оперативном формате не стоит думать о том, что скорее всего, все пройдет нормально, пронесет и так далее. Двигаться по намеченному плану, Ярослав Владимирович, в ежедневном формате, соответственно, контроль. Коллеги, о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерами по ее предупреждению в Удмуртской республике. Щербак Георгий Олегович. Георгий Олегович, очень коротко о главном. Уважаемый президиум, уважаемые участники совещания, пожалуйста. О коронавирусной инфекции. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, проведено более 104 тысяч исследований на коронавирус, выписано по выздоровлению 3 человека, смертельных случаев нет. Что касается по гражданам, 60 граждан, это граждане Российской Федерации, 2 граждане Китайской Народной Республики, 1 гражданин Италии. То, что касается общей информации, хочу напомнить, что 30 января была вспышка коронавирусной инфекции в Ухане, Китайской Народной Республики. Тогда ВОЗ признал эту вспышку чрезвычайной ситуацией. И 11 марта в связи с распространением инфекции по многим странам генеральным директором ВОЗ было объявлено о пандемии коронавирусной инфекции. Что касается нашей республики, за весь период начала регистрации новой коронавирусной инфекции под наблюдением находилось 157 человек. Из лиц, прибывших с территорий неблагополучных по коронавирусной инфекции, было обследовано 51 человек. 2 анализа до сих пор еще находятся в работе. Все анализы отрицательные. На территории республики случаев коронавируса не зарегистрировано. Были госпитализации лиц, прибывших с республик, со стран, где у нас имеются случаи заболевания коронавирусной инфекцией и неблагополучных по данному заболеванию. У граждан были признаки острых респираторных инфекционных заболеваний. Они пролечились, состояние удовлетворительное, осложнений по поводу этих заболеваний. Я дополню, госпитализация была в том случае, когда у человека есть некие симптомы, и чтобы подстраховаться, человек был госпитализирован, но выявленные, проведенные анализы подтвердили, что коронавирусной инфекции нет. То есть мы в этом смысле, чтобы вас четко отфиксировалось, что это госпитализация не по коронавирусу.
Да. Это с признаками острой респираторной Да. инфекции. Для общей информации, значит, основными симптомами заболевания являются повышение температуры тела, кашель, одышка, ощущение сдавленности в грудной клетке. Обязательно, значит, для того, чтобы для себя определиться с источником инфекции, чаще всего это является, значит, больной человек, находящийся в инкубационном периоде. Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней. Несмотря на то, что летальность от данного заболевания считается низкой, но распространение заболевания оно идет стремительно, поэтому в любом случае меры предосторожности должны соблюдаться всеми нами, и, соответственно, мы должны эту информацию делегировать нашему населению. Путь передачи воздушно-капельный, воздушно-полевой, контактный, факторы передачи воздух, пищевые продукты и предметы обихода. Что необходимо делать, чтобы избежать заражения? Это избегать поездок в страны, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции, избегать контактов с людьми, имеющими признаками простуды и ОРВИ, избегать массовых скоплений людей, как можно чаще мыть руки с мылом, использовать одноразовые спиртовые салфетки, увлажняющие гигиенические салфетки. Хотел бы напомнить, что если вы находитесь в процессе своей работы и у вас нет возможности помыть руки, то не прикасайтесь грязными руками к лицу, глазам, к слизистым оболочкам. По возможности, значит, надо избегать частого Георгий контакта. Георгиевич, я перебью. Коллеги, ничего нового вы не услышите. Да. Руки мыть нужно вообще всегда. И здесь давайте не будем делить, одну секундочку, делить до и после. Вы, если почитаете инструкции еще Советского Союза в отношении гриппа, вы все то же самое прочтете и увидите. Потому что здесь ничего нового не происходит. Вопрос лишь в том, я прошу акцент сделать на готовности республики, значит, к ситуации, если у нас окажется так, что будет человек, зараженный коронавирусом. Сейчас у нас зараженных нет, ситуация полностью под контролем. Любой въезжающий из любой страны, причем не только из стран, которые в списке в этом смысле неблагополучных по коронавирусу, любой, по статистике, если, к примеру, человек был в какой-то скандинавской стране, прилетел в Москву, из Москвы в Ижевск, он попадает нам на контроль. И мы, соответственно, уже контактируем с этим человеком. Вот в двух словах, Георгий Ильич, что по условиям, значит, если такая ситуация возникнет? Если возникнет ситуация появления случая коронавирусной инфекции, у нас на сегодняшний день в инфекционной больнице имеются боксы для изоляции подобных больных. Что касается работы медицинского персонала, то на сегодняшний день для медицинской помощи закуплены и изолированные костюмы для работы с переносчиками инфекционной болезни. Также в каждом лечебном учреждении сегодня есть набор комплектов для работы в этих условиях. Хотел бы обратить особое внимание на то, что забор анализов ведется только у тех граждан по решению врача, которые прибыли из районов, где на сегодняшний день имеется ситуация неблагополучная по коронавирусной инфекции, где имеются признаки простудного заболевания, где имеется у нас на сегодняшний день также контакт с людьми, где по анализам определена положительная, значит, реакция на коронавирус, и там, где коронавирусная инфекция на сегодняшний день подтверждена. Поэтому просто так каждому желающему эти анализы на сегодняшний день не проводятся. Правильно Александр Владимирович сказал, что ситуация контролируется на федеральном уровне, поэтому силами Роспотребнадзора каждый въезжающий в страну передается информация в соответствующий регион. Георгий Ильич, секунду. В сухом остатке. На сегодняшний день в Удмуртской республике граждан, заболевших коронавирусом, нет. Все граждане, которые были за рубежом, значит, у нас на контроле, те граждане, которые делали здесь анализы, отрицательные анализы, это главное. Второе. Республика полностью готова к любым развитиям, к любому сценарию развития событий, но уверены, что совместная работа с правительством Российской Федерации, она сохранит стабильность, и мы будем в прежнем режиме продолжать работать. На этом все, за одно исключение. Конечно же, Сергей Витальевич, коллеги, разумно
значит, по возможности сократить количество, собственно, массовых мероприятий. Не буду возвращаться к мерам предосторожности, они все понятны. Значит, обратная сторона медали. Прошу не дорисовывать, как это у нас очень любят, и не допридумывать, чтобы не подстегивать панику и какие-то излишние действия. Сейчас ситуация, еще раз повторюсь, вся под контролем. Мы ежедневно с правительством Российской Федерации проводим совещания в онлайн-режиме, и все вопросы обсуждаются, и все действительно сейчас на контроле. Юрий Георгиевич, спасибо. Присаживайтесь. Так, еще два коротких вопроса, но очень важных. О новой программе государственной поддержки «Сельская ипотека». Абрамова Ольга Викторовна, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Я коротко остановлюсь на тех мерах, которые сегодня предусмотрены для улучшения жилищных условий граждан. Все знают, что с 1 января 2020 года на территории Российской Федерации реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». И там есть очень большой блок, посвященный жилищным вопросам, блок мероприятий. Значит, на сегодняшний день с точки зрения кредитования для населения существует такая мера, как потребительский кредит с государственной поддержкой для жителей села. И эта мера направлена на то, чтобы обеспечить инфраструктуру до домовладений. Собственно говоря, наверное, на наш взгляд, это хорошая возможность провести газ, воду, какую-то иную инфраструктуру для тех, кто только строится в сельских территориях. Сумма кредита по этому направлению составляет до 250 тысяч рублей, 5% кредит, и обязательное условие – это выполнение работ подрядными организациями. На сегодняшний день по этому направлению ни одной заявки еще не поступило, но я думаю, что в ближайшее время наши граждане, они, собственно говоря, поймут вот эту меру. Мы со своей стороны, муниципальное образование со своей стороны максимально активно ведем разъяснительную работу. Сельская ипотека. На сегодняшний день по сельской ипотеке, по этой программе можно получить ипотечный кредит от 3% годовых, здесь указано 2,7, это при условии наличия личного страхования. Чем хороша эта мера государственной поддержки? Ну, во-первых, это улучшение жилищных условий путем покупки квартиры в готовом или строящемся доме, либо в доме, которое строится по договору долевого участия. Второй момент – это строительство или завершение строительства жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности. Третий момент – это покупка дома с землей по договору купли-продажи, либо покупка земельного участка и последующее строительство на этом земельном участке дома. Сумма кредита ипотечного в этом направлении до 3 миллионов рублей с первоначальным взносом 10%. Вот здесь указаны требования к заемщику, которые есть на сегодняшний день. И я хочу сказать, что у нас в Удмуртской Республике это направление развивается очень активно. Я прошу 2 слайда пролистать, чтобы... Еще следующий, да. Вот ситуация в Удмуртии. На сегодняшний день у нас принято 1426 заявок, это 3 миллиарда рублей, при среднем чеке 2,1 миллиона рублей. Посмотрите, пожалуйста, у нас из заявок по новостройкам 382, 112 заявок на строительство жилых домов, 458 заявок на приобретение жилого участка, жилого дома с земельным участком и 474 заявки на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья. По состоянию на пятницу предыдущей недели в Удмуртской Республике выдано 8 ипотечных кредитов на сумму 19 миллионов рублей. Подавляющее большинство заявок, которые на сегодняшний день поступили, это Завьяловский район, это 67% от всех заявок в Удмуртской Республике. К сожалению, еще не поступило ни одной заявки от жителей Каркулинского, Сюмсинского, Шарканского, Граховского, Киясовского и Юкаменского районов. Кроме того, мы очень внимательно, по вашему поручению, Александр Владимирович, наблюдаем за ценами и работаем с ценами на жилье. На сегодняшний день цены представлены. Однокомнатная квартира, при покупке однокомнатной квартиры стоимость квадратного метра 59 тысяч рублей, двухкомнатная 53. Можно не перечислять, да, понятно. Вопрос на то, на что нам обращает внимание Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхозбанк.
Мы наблюдаем вот именно по этой программе увеличение, повышение стоимости квадратного метра. В целом рынок жилья немножко активизировался не только в городе Ижевске, а Завьяловском районе, но и в других. Ольга Викторовна, Да. что с вами, коллеги? Что за выступление? Я же простой вопрос задал. Мы видим повышение в целом, ну вы что? Ну, потому что есть... Есть повышение или есть нет повышения? небольшое есть. Вот надо по отдельным случаям, если это Завьяловский район, мы же понимаем, что это не совсем сельская ипотека. Мы понимаем, мы с вами обсуждали, поэтому подключайте федеральную антимонопольную службу, коллег, и смотрите на этот вопрос с точки зрения, значит, законности. Чтобы у нас не получилось так, что государство выделяет огромные деньги, запускает важнейшую программу, а по итогу для гражданина хоть процентная ставка будет и меньше, но стоимость будет выше, и по итогу, соответственно, то на то и выйдет. Мы с вами это обсуждали. Поэтому вот за этим вопросом нужно внимательно следить. Это первое. А второе, вот я вижу здесь, что по сравнению с совещанием, которое мы провели, районы активизировались. Но 4 района или 5 районов, 5 которых районов. нет в списке, и тем более из них активный Шарканский район, для меня это немножко странно. Коллеги, вы знаете, что я веду лично, курирую эту программу. Таких возможностей не было у селян улучшить жилищные условия. Повторяюсь, я еще к главам обращаюсь, повторяюсь активнее. Мы будем, естественно, способствовать тому, что в первую очередь, значит, из районов получали возможность взять такую ипотеку. Что у вас еще, Викторовна? У меня все, если есть вопросы, готовы ответить. Вопросов нет, работа проведена хорошая. Я и вас, и команда, особенно глав, которые включились в эту работу, благодарю, потому что я вижу существенные изменения в графике по сравнению с первым таким драфтом. Вот. Но еще есть над чем работать. А по ценам нам, это на контроле Министерства сельского хозяйства РФ, внимательно смотрите. Да, И докладывайте сразу. Здесь, если все по закону, то вопросов нет. Но мы понимаем, что значит, рынок так реагирует. Либо мы это должны, естественно, потом увидеть, значит, в налоговых поступлениях от застройщиков, которые тоже можем тогда направить деньги на село. Хорошо. Коллеги, мы внимательно изучали и обсуждали вопрос, который касается благоустройства памятников, обелисков, мемориальных комплексов на территории Удмуртской Республики к Дню Великой Победы. Одним из инициаторов вот этого большого проекта был Алексей Александрович Канелюков, руководитель депутатской фракции КПРФ в Госсовете. Мы решили в ежемесячном формате, а сейчас придем в еженедельный этот вопрос контролировать, поэтому, Алексей Александрович, ваш доклад. Вы знаете, что мы выделили специальные средства по этой программе, и думаю, это и важно, вне зависимости от ситуации, которая у нас будет, подготовиться к 9 мая вот по этому вопросу, по вопросу благоустройства памятников очень качественно. Пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые участники совещания, коллеги. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2020 год объявлен годом памяти и славы для сохранения исторической памяти и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одна из приоритетных задач – это улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, социальная поддержка и повышение качества медицинского обслуживания. Но не менее важно в канун юбилея Победы провести благоустройство, реконструкцию и реставрацию расположенных на территории муниципальных образований нашей республики памятников, воинских захоронений и других мемориальных сооружений. Благоустройство таких объектов – это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. После Великой Отечественной войны практически в каждом населенном пункте нашей страны появились обелиски, мемориальные плиты с именами тех, кто не вернулся домой с фронта. Нет в России уголка, где не чтили бы героев. На территории нашей республики 968 мемориальных объектов, из них 33 воинских захоронения.
Зачастую они пребывают в ненадлежащем состоянии и требуют капитального ремонта и ухода. В список на благоустройство включено 693 объекта. В 2019 году администрациями работа по мониторингу и приведению в надлежащее состояние мемориальных объектов – дело не только текущего года, оно должно вестись постоянно. В 2019 году администрациями муниципальных образований было проведены работы по реконструкции и благоустройству на 292 памятниках и других мемориальных объектах на общую сумму 7 миллионов 108 тысяч рублей. Средства для проведения работ муниципальное образование выделяли из местных бюджетов, а также получали за счет бюджетов иных уровней в рамках грантовых конкурсов и различных программ. Особо нужно отметить спонсорскую помощь предприятий и организаций, предпринимателей, депутатов Государственного совета и депутатов местных представительных органов власти. В ряде муниципальных образований сами жители активно включились в эту работу и не только собирают средства, но и сами участвуют в ремонтных работах. В Волжском районе постоянную помощь в содержании и ремонте мемориальных объектов оказывают сельхозкооперативы «Луч», «Город Октябрь», «Каменный ключ», «Удмуртия». Например, в деревне Большое Волково колхозом «Удмуртия» перенесен и отремонтирован памятник «Клятва солдата». За счет средств хозяйства территория памятника была выложена брусчаткой, постамент облицован керамогранитом, благоустроена прилегающая территория памятника. Приобретены артиллерийская пушка и возведена стена памяти. За счет средств бюджета поселения были установлены 5 мемориальных досок. В деревне Зядлут Волжского района с непосредственным участием и помощью депутата районного совета Николая Николаевича Щина подготовлен эскиз и собраны денежные средства для строительства монумента участникам Великой Отечественной войны с фамилиями земляков, ушедших на фронт, из всех близлежащих деревень. Население активно поддержало депутата. В Глазовском районе участие в ремонте оказывает СПК «Каратай» и Чиргина. В деревне Золотарева на ремонт памятника воина выделили средства депутаты поселения, а трудовым участием помогли работники Золотаревского сельского клуба. Еще один пример. В муниципальном образовании Ромашкинское Алнашского района в рамках программы самообложения граждан были собраны средства на замену обелиска землякам, павшим в годы войны. В Юкаменском районе в муниципальном образовании Засековское в рамках проекта «Никто не забыт» установлена мемориальная доска с именами более чем 200 участников войны из деревень этого поселения. Для ограждения памятника средства выделил индивидуальный предприниматель и депутат Совета депутатов муниципального образования Юкаменский район Ильхам Басирович Сабреков. Металлическую калитку выковал и навесил местный мастер Фаяз Зуфарович Болтычев. Монтаж ограждения и укладка тротуарной плитки выполнены силами местных жителей. В Ярском районе, в деревне Озерки, за счет средств депутатов районного совета Наймушина и Богача построен новый памятник воинам. В Болезинском районе жители вложили в ремонтные работы более 270 тысяч рублей собственных средств. В селах Люк, Турецкая, Андрейшур, деревнях Котомка, Гордина, Ахмади и Бектыш с привлечением средств граждан отремонтированы памятники землякам, погибшим в годы войны. В селе Корсовай Болезинское районное потребительское общество внесло средства на ремонт мемориала «Вечный огонь» в память земляков, погибших в годы войны. В Малопургинском районе силами предпринимателя и депутата Государственного совета Удмуртской республики Павла Васильевича Шушьялова в деревнях Верхняя Кичева, Гожня и Малоуча возведены обелиски в честь павших в годы Великой Отечественной войны земляков на общую сумму почти 500 тысяч рублей. Системная работа по приведению памятников в надлежащее состояние налажена в Завьяловском, Ярском, Шарканском, Киясовском и в других районах. В двух городах Глазове и Сарапуле все памятники на сегодня отремонтированы. На протяжении многих лет активно помогают муниципалитетам в восстановлении и строительстве новых памятников крупные предприятия, такие как Удмуртнефть, Белкамнефть, Аспек, Хомас Групп и другие, реализуют собственные программы восстановления памятников. Уважаемые участники совещания, хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто не остался равнодушен к сохранению памятников Великой Отечественной войны. Тем не менее, на территории муниципальных образований в Удмуртской республике остается 284 памятника, требующих срочного ремонта.
Сегодня на проведение ремонтных работ в республиканском бюджете предусмотрено 68,5 миллионов рублей на реконструкцию, ремонт и благоустройство территорий памятников и мемориальных сооружений. Однако в ряде территорий даже при предусмотренных в бюджетах средствах не подготовлены сметы, не проведены торги, недостаточно организована работа с населением, не привлекаются внебюджетные средства. Рекомендую главам муниципальных образований активно включиться в работу по сохранению исторического наследия и приведению в надлежащее состояние памятников Великой Отечественной войны. Я считаю, что сегодня также нужно сделать ставку на привлечение спонсорских средств предприятий и организаций, средств жителей. Многие проблемы можно решить с помощью организации субботников. Уважаемые коллеги, призываю вас до юбилейных мероприятий активно поучаствовать в работах по благоустройству мемориальных объектов. И работу эту сделать постоянной, не привязанной к календарю и к особой дате. Хотелось бы завершить свое выступление словами великого советского поэта Роберта Рождественского. «Это память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война». Спасибо. Спасибо, Алексей Александрович. Пожалуйста, присаживайтесь. Сергей Витальевич, мы это обсуждали с вами. 284 памятника, значит, у нас, которые необходимо привести в нормальное состояние. Проведите совещание с главами, там, где нет еще проектов, еще не разработана сметная документация, значит, это необходимо сделать. Я еще обращаю внимание вот на что. Я был в Можге, когда, значит, на Бат памяти музей, молодые люди его, значит, поддерживают, и руководитель музея потрясающий человек, поэтому и внимание еще и на этот вопрос нужно обратить. Коллеги, вопрос крайне важный. Если будут какие-то инициативы, кстати, по проекту инициативное бюджетирование у нас такие проекты есть. Заявка примерно на 7 миллионов рублей. Повторюсь, по программе инициативного бюджетирования мы почти в 2 раза увеличили в этом году бюджет. Около 250 у нас будет, да? 150. Вот, поэтому, если будут инициативы, связанные с восстановлением памятников, мы их, конечно же, в первую очередь комиссионно будем рассматривать. Коллеги, продолжаем работать. Вопросов у нас очень много, вне зависимости от поступающей информации, связанной с ценой на нефть и курсом доллара и евро. Значит, мы по первым 2 месяцам этого года идем с небольшим, но тем не менее ростом по экономике, поэтому ни у кого не должно быть сомнений в том, что все взятые на себя обязательства, особенно по национальным проектам, мы должны исполнить. Надеюсь, что в том числе благодаря экономическому блоку правительства мы с ситуацией справимся. Мы с вами прекрасно понимаем, что уже есть корректировки по поступлениям в бюджет по отдельным предприятиям. Это естественно, но у нас работа все эти 3 года велась очень активно по всем направлениям, и малый, и средний бизнес. Поэтому думаем там, что по тем направлениям, по тем предприятиям, где будут выпадающие в силу объективных причин, значит, доходы, мы их компенсируем. Поэтому так как мы провели 2019 год, напомню, хорошо справились первый год с реализацией национальных проектов, вот еще с большим настроением и желанием нужно работать в 2020 году. В заключение хочу сказать, от Алексея Михайловича Прасолова, председателя Государственного совета, поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Я здесь хочу попросить, Алексей Михайлович, 24 марта, правильно, 24 марта будет юбилейное мероприятие, юбилейная сессия Государственного совета. Прошу вас провести ее и до этого времени, соответственно, работать. Ну а со своей стороны хочу поблагодарить за работу все это время. Конструктивно, несмотря на все сложности, мы с Государственным советом решали поставленные задачи. И депутатов
Госсовета также хочу здесь поблагодарить. Убежден, что мы с Алексеем Михайловичем еще продолжим работу и на платформе в формате партии «Единой России», и по многим другим направлениям. Хочу еще раз поблагодарить, коллеги, а вам спасибо за работу.